Охота уже закрыт. Сезон эксплуатации маломерных судов еще не наступил. Сотрудники ГИМС, транспортной полиции и охотничьего хозяйства Ленского района провели рейд по выявлению нарушителей. Подробности в сюжете Сергея Евсюкова. Водозабор или стакан, берег, покрытый весенним льдом, и узкая полоска гравийной дороги, по которой можно спуститься к реке. Буквально 3 недели назад сотрудники различных оперативных служб еще совершали рейды по несанкционированным ледовым переправам. Теперь же у них другие заботы. Ледоход прошел, и отдельные граждане, вопреки запрету эксплуатации маломерных судов, торопятся спустить их на Лену или другие малые реки района. Кто-то в погоне за дичью, а кто-то за рыбой. А в погоне за нарушителями сотрудники госинспекции по маломерным судам. Дело в том, что навигация для данных судов еще закрыта, поэтому кого-то приходится ловить прямо на воде. Минтранс дал 20 числа, значит мы с 20 числа считаем навигационный период для маломерных судов. До этого спуск на воду запрещен. Вот буквально как вчера нам пришлось тоже сбросить лодку, ну и в догонялки играть. Вот, 4 протокола, 4 лодки было, 4 протокола составили. Комментарии, можно сказать, прямо из лодки, но протоколы составляли и на берегу. В руки инспекторов ГИМС попались не только охотники и рыбаки. Жители района использовали свои лодки и для других личных целей. Я приехал за справкой в пенсионный фонд. А вы знаете, что эксплуатация маломерных судов запрещена на данный момент? Да. А как тогда? Я не знаю, почему она запрещена. Ну, то, что еще ледоход идет. Да нет, у нас что-то такого ничего не говорили еще. Тем не менее, незнание не освобождает от наказания. Пенсионера предупредили, а к остальным применяется административная мера. До 20 мая выход в плавание маломерных судов запрещен. За нарушение этих сроков предусмотрена административная ответственность. По части 1 статьи 11.8 Кодекса об административных правонарушениях, и санкции предусматривает наказание от 500 до 1000 рублей. Нарушителей ждали и инспекторы других служб транспортной полиции и охотничьего хозяйства. 17 мая в районе закрылась охота на водоплавающую птицу, поэтому предметом пристального внимания этих сотрудников стало наличие ружей и разрешительные документы. Отсутствие последних также влекло за собой наказание. При нарушении правил охоты в закрытые сроки охота предусматривается административная ответственность по части 1.2 статьи 8.37 лишение прав охоты до 2 лет. Поэтому, если в это время охотник попадает в закрытые сроки охоты, у него автоматически лишается на минимально на 1 год оружия. Лишиться оружия или заплатить небольшой штраф за нарушение правил навигации маломерных судов – малое наказание. А вот потерять здоровье или даже жизнь на полной опасности реке в этот период – совсем другое дело. Лед, топляки и ожидаемый подъем воды не стоит добычи дичи или рыбы. Лучше подождать, когда на Лене возникнут лучшие условия, и затем спокойно наслаждаться любимым увлечением.